Здравствуйте, дорогие слушатели! Предлагаю вам лекцию на тему «Мир башкирского фольклора. Нюансы полевых исследований в Башкортостане». В данном докладе мне хотелось бы частично поделиться опытом работы в сфере популяризации и освоения источников устного творчества башкирского народа, как одного из направлений фольклора. Будучи доцентом кафедры башкирской литературы, фольклора и культуры Башкирского государственного университета, мне приходится иметь дело с изучением различных жанров фольклора, их бытованием в современных условиях. Примечательно то, что в нашем университете развита традиция поддержки ректоратом научно-исследовательских полевых поездок, особенно если это связано с привлечением студентов. Что касается того, что же привлекает молодежь в фольклористику. Во-первых, затягивает сама аура путешествия, смена обстановки. Во-вторых, это связано с развитием коммуникабельности, расширением кругозора путем общения с умными собеседниками, хранителями народных мудростей. Надо сказать, что экспедиции – это наиболее эффективный инструмент в освоении литературных источников. И мы со студентами стараемся работать в этом направлении, в том числе. Одним из таких плодотворных и интересных опытов случился летом 2012 года, когда совместно с коллегами с Актюбинского университета Республики Казахстан была организована комплексная фольклорно-диалектологическая экспедиция по районам Оренбургской области и югу Республики Башкортостан. Мы тогда ехали по следам выдающихся ученых-фольклористов Кирея Маргана, Салавата Галина, Мухтара Сагитова, Нигмата Шумкана. Еще в 1960-61 годах научная экспедиция побывала, как и мы, в Саркташском, Медногорском, Гайском районах, собрав богатый фактический материал по деревням. Среди них варианты эпосов Алпамыша, Зайтулак и Хохолов, Куликурпас и Мэнхолов, Аксак Хула, Карайырга, Умыр Буга, длинная доля сказок, песен, легенд, баир, баитов, произведения афористического жанра. Диалектологи Миржанова, Камалов, Ильмухаметов, Надыргулов, Азнагулов, Галяутдинов, а затем фольклористы тот же Сагитов, Атанова, Нафикова, Султангаряева и другие тоже много раз посещали впоследствии эти божественные районы. Необходимо упомянуть и о моих ученых-коллегах, которые много сделали по сбору и исследованию фольклора оренбургских башкир. 2000-2010 годы. Докторе филологических наук Гульнур Хусаиновой, кандидатах филологических наук Гульнар Юлдубаева и Айгуль Хакимьяновой. Результатом их поездок явился коллективный труд «Фольклор оренбургских башкир», вышедший в 2013 году. Что же нам светило после них? В первую очередь поняли одну истину. Нельзя останавливаться на достигнутом. Прежде всего, целью нашего путешествия было приобщение студентов-филологов к народной культуре и обретение ими соответствующих образовательных компетенций. Во-вторых, мы составили свой комплекс вопросов для интервьюирования местного населения с упором на мифологию и афористические жанры, прекрасно зная, что пласт крупного фольклорного эпического жанра уже ушел в историю. В-третьих, это был первый в своем роде совместный научный круиз с казахскими коллегами. И хотелось проследить за эволюцией культурного и языкового кода на периферии, на границе проживания двух народов – башкир и казахов, а также оренбургских татар. Могу даже для интереса рассказать, что именно я, как единый вдохновитель, написал об основании на имя ректора, где отметил и необходимое для нашего путешествия. Здесь же упомянута схема маршрута по реке Сакмара, начиная с Оренбурга и заканчивая Хайбулинским районом Республики Башкортостан. Цели, задачи. Также необходимая для практики, для экспедиции материальная вещь. Это оборудование, продукты питания, а также транспорт. Среди фольклорного материала вспоминают поверья, собранные у информантов в деревне Акчура Куандыкского района. Они поведали о том, что бывает не только русалка, хауинага, но и водный хозяин, хауатага. Их надо замаливать, бросая в воду серебряные монеты.
В этой деревне часто видели белого единорога, который выходил из реки и пасся по ночам на лугах. Здесь же узнали и о Хазар Ильясе. По словам рассказчиков, он одет прилично, чаще всего в зеленом чапане и с белой чалмой по голове. Останавливает конников и просит их подвести до следующей деревни. При этом и в саму деревню не заходит, прощаясь на окраине. В арбу усаживается всегда позади возницы и просит его не смотреть назад. При этом все, кто сталкивался с ним, отмечают, как тяжело становится лошади его вести. Таким образом, он как бы испытывает путь, доброжелательный или не выдержит, скажет худое слово. Много историй было о нашествии калмыков, о топонимах, связанных с борьбой против них башкирского народа, о традициях каранты и баранты между казахами и башкирами, караул тау, калмык караула хребет и так далее. Также в Саркташском и Куландыкском районах остались в памяти старожилов сказы, касающиеся древнего культа змеи. Сказы эти объясняют этимологию происхождения, к примеру, Елан Уйгулуга, змеиная незменность, Елан Тауа, змеиная гора, Елан Тугая, змеиная роща и так далее. С культом змеи связаны запреты не трогать их во дворе или в летнем домике. Волосок у текста. В 2017-2019 годах уже самому пришлось быть руководителем выездных фольклорных практик студентов-филологов Зиан-Чуринской, Арабзелилской и Шимбайской района Башкортостана. По учебному плану фольклорная практика летняя. Проводится в июле месяце со студентами-первокурсниками. Как знаем, это очень веселый и на первый взгляд неуправляемый народ. Поэтому приходится во время путешествия учитывать все нюансы бытия, включая и педагогику с психологией, и логистику, и жилищно-бытовые вопросы, и сферы услуг, в том числе развлекательного характера. В особенности, конечно, если ты ведешь в район группу, состоящую только из задорных девушек. После проведения необходимого устного инструктажа, где затрагиваются и эстетика ношения одежды, этические моменты контакта с местным населением и основные базисы использования вспомогательного оборудования, диктофонов, видео, фотоаппаратуры, приступаем к работе. Что же мне с моими первокурсницами удалось собрать за 3 года? Жанровый спектр материала разнообразен. Легенды, сказы, истории Таварихта, прозвища людей, лакапы, поверья, запреты, песни, частушки, такмакта, пословицы, загадки и другие. Например, в Зианчуринском районе имеется деревня Мухаммедьян, другое название Сарикай, Комарова. История, услышанная здесь, интересна тем, что ведают о малоисследованном направлении в башкирском фольклоре, криминальном, о судьбах лошадников и криминальных авторитетов. Рассказчики, воссоздавая панорамы их жизни, дают возможность проследить, каким образом они становились на кривой путь, и практически всегда эта дорога фатальна. Слушая эти сказы и притчи, сразу на ум приходит поэма Галимова Саляма Кричик «Шонкар», где главный герой, бывший лошадник-маньяк, лишь с помощью советской власти ставший человеком, кредо которого теперь своим трудом принести пользу обществу. Среди башкирских фольклорных жанров особое место занимает печальный по содержанию жанр бои. Один из боитов, сказительница, одна из сказительниц деревни Муйнак Зианчуринского района посвятила своему погибшему сыну. Карагайда тиган ката агас, кулай бит ул төбөсөргәс, минең хәлдәремдә кеше белмәй, аягымда батып йөргәс. Уң кулыкаемда көмеш балдак, уң кулыкайларым буш куып, ошо утыруларым бик мәхрүм. Канаттары һынган кош куып. Какук кына менән һандугастың, күк сәскәләр уның емеше. Ошо кайгы менән үлеп китһәм, ауырмай үлгән тиер кеше. Еще один пример боит, посвященный тяготам одиночества, исполненный одной из сказительниц деревни Ахмерова Шимбайского района. Алкин вокзаллары, минем кайгылы башымды һыуга агызалманы. Кавырһындың береһе һынһа, таба алмайым һыңар калганын, парһыр алкаларга охшатам мин яңгыр калгандардан бар сагын.
бар сагын, бар канатлы коштар бейик оса, каршыһында кәттә осрамай. Һыңар канат инде, талпынһа ла ерак китә алмай. Һыңар канат инде, талпынһа ла ерак китә алмай. То есть сказительница в данном баите говорит об одиноких людях, для которых они ждут как бы всю жизнь вторую свою половину. Можно сказать, что частушки Токмактар самый распространенный жанр. Славятся Токмаки Авдеевского района. К примеру, я вам прочитаю Токмаки из деревни Ишкулово. Алай итә күрмәгездә, былай итә күрмәгез, Токмак теләһәгез әйтәм, гәеп итә күрмәгез. Ана барган машинага йөгереп барып ултыр, һөйгәнеңдә бик кызгансаң, ботыңа бәйләп ултыр. Төшеп китте лә ватылды одеколон шешәһе, неужели булмас микән сәлсәлектең битсәһе. Телеграмма баганаһын мин ананың 93. Мин үлем дә ятка калдым, ятка калуы кызганыч. Кайышкан ала була, койрыгы кара була, кәләш алмаган егеттең ягаһы кара була. Иртән торып тышка сыккан, капка асыла ла ябыла, төндә йөргән егетләргә матур кызлар табыла. Алмалары, хөрмәләре, кызлары бешәр әле исеңә төшмәһә лә, һуңрак төшәр әле. Иелмәле, бөгелмәле совет көянтәләре, бер агналык 15 көнлек совет фиеркеләре. Шәлемнең сәсәге юк та, шәлемнең сәсәге юк, үтте инде был гомерләр, кире киләсәге юк. Результаты этих поездок, конечно же, можно увидеть на страницах сборника фольклорных материалов под названием «Формирование единой базы нематериального наследия башкирского народа», вышедшего буквально недавно, в 2020 году, который мы сделали совместно с коллегами из кафедры башкирской литературы, фольклора и культуры Башкирского государственного университета. В 2020-2021 годах принял участие в рамках гранта главы РБ этнолингво-культурологической экспедиции северо-западной районы Республики Башкортостан по череде как бы, районов северо-запада нашей республики. Хочу отметить, что данный проект научного плана и предполагает не только сбор материала, но и его качественную обработку и анализ. Члены научно-творческого коллектива проехали 19 районов. Среди них с моим непосредственным участием Аскинский, Чекмаушевский, Шаранский, Бакалинский, Бирский, Балтачевский, Туймазинский, Янаульский. Могу с уверенностью сказать, что на большой территории я и мои коллеги нашли много необходимого фактического материала по фольклору, этнографии и местным говорам северо-западного диалекта башкирского народа. В настоящее время идет работа коллег по обработке собранного материала, поэтому буду краток. Что касается моего вектора исследования фольклора, сплошное разведочное обследование имеет целью выяснить и с максимальной полнотой зафиксировать произведения всех фольклорных жанров, бытующих в определенной местности. Такой тип собирания фольклора ставит перед каждым участником конкретную цель. В рамках одного или нескольких населенных пунктов встретиться с наибольшим количеством жителей и записать от них все известные им произведения фольклора. Мы прежде всего, конечно же, интересовались айконимами, аронимами, спелеонимами, гадонимами, названием улиц, лимнонимами, названиями озер, дримонимами, то есть все эти термины обозначают то или другое направление топонима. Ведь за каждым названием практически любой поляны, горы или холмика, большого водоема или родника идет своеобразный культурный код в виде текста легенды, хикаята, сказа, который оказывается в основе ментальной сути всего народа, его памяти. Очень много среди топонимов названий антропологического характера. Деревня Янбарис, Салихова, Алдарова, Янаульского района, гора Айсулу, поле Баязид, Аскинского района.
Сбор песен, моножатов, баитов, частушек, детского фольклора занимает особое место в нашем исследовании, так как эти слои фольклора дают информацию не только о каком-либо событии или явлении, но и об уровне чувственных и умственных начал, эмоциональном, эстетическом восприятии окружающего бытия. Поверья башкирского народа разнообразны. Это вера в существование различных духов, оборотней, париев и так далее. К примеру, на северо-западе Башкортостана распространено поверье в то, что когда теленок рождается ночью, то сарайник, дух сарая, стучит в окно, будет хозяйку, зовет на помощь. Имеются поверья в волшебные силы белой змеи. Это в Туймазинском районе записано. В силу дракона, хранителя озера, записано в Бердском районе, устраивающего временами местные погодные неоказии. Вызывают интерес и обряды, в частности свадебный обряд, который оказывается всегда оригинальным и основанным в каждом населенном пункте на свои обычаи и поверья. Мы обратили внимание на фольклор, тесно связанный с прозвищами, названиями, данными человеку по какой-нибудь характерной его черте, свойству, отражающие нежелательные, а реальные свойства и качества носителя. Среди башкирских прозвищ часто встречаются зоонимы. Это аяу, медведь, буре, волк, түлкі, лиса, бурхак, барсук и так далее. Следующий большой блок вопросов касался диалектизмов, особенностей местного говора, его фонетических, морфологических и лексических особенностей. В результате было собрано много материала для последующего изучения. В общем, научно-исследовательскую деятельность на всей территории Башкортостана считаю плодотворной и требующей продолжения, так как диалектологические и фольклорные пласты подвержены изменениям, ассимилятивным процессам. Значимость для молодежи такого формата экспедиции огромна. Студенты учатся системной работе с населением и собранным материалом, проникаются уважением к людям. Через собранный фольклор познают культурно-ментальное пространство родного края, укрепляют свое мировоззрение. Экспедиции важны и в значении этнокультурного развития. Они в свою очередь стимулируют местное население бережно относиться и сохранять устное народное творчество, передавать культурные и языковые истоки, духовные составляющие последующим поколениям